Бисмиллахи рахмани рахим, ва салату ва саламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Уважаемые зрители, сегодня, иншаллах, мы с вами продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 5-й аят из суры Аль-Фатиха. Отличительной чертой этого аята заключается в том, что, во-первых, отсутствуют твердые звуки, во-вторых, существуют удвоенные знаки. Эти удвоенные знаки, к большому сожалению, отсутствие их очень сильно искажает. И одна из самых распространенных ошибок заключается в этом. И также из распространенных ошибок это твердое произношение мягких звуков, которые здесь, в нашем данном случае, в этом аяте, их много. Итак, правильное произношение 5-го аята суры Аль-Фатиха. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Обратите внимание, постараемся на примере этого аята исправлять наши ошибки. Первое. Нужно обращать внимание на касру и. Ияка. Не эйяка. И. Ияка. Четкое, ясное произношение звука и. Ия. Теперь нужно обращать внимание, чтобы звук «я» удваивался. «И-я». Не перестараться «и-я», а нет. «И-я». «И-яка». «И-я» ударение в размере двух огласовок. Сперва удваиваем, потом протягиваем. «И-яка». «И-яка». «К» – мягкий звук, и поэтому таких обычно осложнений в произношении звука «к» нет. «Ияка». Теперь звук «нун». Так как звук «айн» является гортанным звуком, обычно с первого раза трудно произносится «айн», и автоматически речевой аппарат выдает твердое произношение «нуна» «на'абуду», потому что легче. Но нужно стараться, чтобы так произнести звук «нун» мягче. «На-буду», «на-буду». Вот это усиление на гортанный звук является ошибкой. Нужно мягко, плавно произнести «айн». «На-буду». «На» – мягкий звук. «Айн» тоже мягкий звук, но просто мы останавливаемся вот так, таким образом. «На-буду», «на-буду». «На». Переходим «нуна» на «айн». «Бу-ду», «бу-ду». Нужно обращать внимание, так как вау идет после даммы, чтобы ду не протягивалось. То есть ияка на'буду не удваивалось и не протягивалось. На'буду, на'буду. Итого получается это словосочетание ияка на'буду. И все. Идем дальше. Ва. Не ва, ва. Ияка на'буду ва. То же самое. Ия. Так, здесь мы пропустили огласовку. Добавляем огласовку. Вот так. Ия. Ия. Протягиваем в размере двух огласовок. Ияка. Итого получилось у нас «Ияка на'буду ва ияка». То есть так, вот нужно разделять между вав, между двумя словами, чтобы она не находилась, при произношении не стала продолжителем удлинения звука вав, чтобы этого не было. Итого «Ияка на'буду ва ияка». Идем дальше. То же самое. «Наста'ин». При остановке переходим в сукун. «Наста», «наста». Не «нас», «на», нет, «нас», нет. «Нас». Свистящий звук. «Син» – свистящий звук. «Наста». Не нужно стараться опережать время и переходить на «айн», не произносив звук «та». Не торопитесь. Нужно сперва произнести «та», «нас-та». А потом мягче, плавно переходите на «айн». «Ин», «наста'ин», «наста'ин». Так как звук «син» свистящий, и вот это звук «с» должен присутствовать. Вот этот промежуток времени дает вам возможность легче, спокойно, мягче произнести звук «та».
Настаин. А как только вы уменьшаете правильное произношение, время правильного произношения звука син, та будет та, настаин, что является очень грубейшей ошибкой и очень сильно искажается смысл. Итого получается настаин. Остановка сукун, долгота кясры, как мы в предыдущих уроках сказали, 2 или 4 или 6, но в данный момент мы с вами протягиваем в размере двух огласовок, получается настаин. Итого, про первое правило. Обращать внимание на мягкость произношения всех звуков, которые присутствуют в этом аяте. Это первое правило. Второе правило. Смотреть на аят как на одно целостное слово. То есть «Ияка на'буду ва ияка настаин». Одним выдохом. Вдох, выдох. Не останавливаться в середине. Это второе правило. И, естественно, нужно очень осмыслить, прежде чем произносить, потому что смысл этого аята и всех аятов предыдущих и последующих аятов сур Фатиха очень глубоки. И нам, так как мы относимся к поклонению, сур Фатиха является величайшим поклонением для мусульман, нужно обращать внимание на правильное произношение, которое, иншаллах, соизволение Всевышнего Аллаха отразится на нашей жизни самым наилучшим образом. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.